Добрый вечер. 9 ноября, 621 день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Украина прекращает импортировать электроэнергию из России. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Это произойдет 11 ноября. Он добавил, что на данный момент в Украине достаточно мощности, чтобы обеспечить свои потребности. В середу, скоріш за все, ми перестанемо отримувати будь-яку енергію із Російської Федерації. Це технологічний крок. Неизвестные повредили авто с крымско-татарским флажком. Это произошло на улице Киевской в Симферополе. В машине пробили колесо и гвоздем нацарапали оскорбительные слова в адрес крымских татар. Ситуацию прокомментировал председатель Центра избиркома Курултая Заир Смедляев. В очередной раз машину, в которой находилась крымско-татарская символика, в данном случае флажок, поцарапали, написали нецензурные вещи в отношении крымских татар, проткнули шину. То есть такие вот в последнее время уже пару случаев таких вот. Это спланированная провокация. В данном случае, например, сами те, чьи машины были повреждены, вначале хотели написать заявление в правоохранительные органы, а потом поняли, что это бесполезно, то есть отказались. Традиционно дальше я считаю, что эти провокации будут увеличиваться. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини встретилась с лидерами крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым и Рифатом Чубаровым. Они обсуждали вопросы деоккупации Крыма, продолжения санкций против России, освобождения крымских политзаключенных. Говорили и о гражданской блокаде Крыма. Лидеры отметили, что знают о обеспокоенности международного сообщества. Однако это не защищает права людей на полуострове. Уделили внимание и минским договоренностям. Руководители Меджлиса настаивают, чтобы в минский формат включили и крымскую проблематику. Мы настаиваем на том, чтобы минский формат уже изменился. И в рамках встреч лидеров стран, членов Европейского Союза, как между собой, так и с руководителями Российской Федерации, тема возвращения Крыма, тема деоккупации Крыма была наравне с проблемами, связанными с обеспечением суверенитета Украины над частью районов Донецкой и Луганской областей. Мы услышали и позицию Европейского Союза, по крайней мере в той части, как ее высказала госпожа Федерика Могерини, что Европейский Союз никогда не смирится с таким брутальным нарушением международного права и с аннексией Крыма. В Киеве состоялось заседание Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар. В нем приняли участие 16 из 23 членов совета, среди которых представители из Турции, Румынии, Украины, Литвы, Польши и Германии. Обсуждали ситуацию в Крыму, в частности, репрессии и преступления в сфере прав человека после аннексии полуострова России. На заседании также призвали оказать помощь информационному агентству КХА и телеканалу АТР. Предложили, чтобы телеканалы АТР и Ля-Ле выходили на спутник Турксат. В итоге решили зарегистрировать Всемирный конгресс в Украине и подготовить письменное заявление для регистрации конгресса в ООН. Также обсуждали блокаду Крыма, которая продолжается уже 51-й день. Я должен сказать, что очень большой отклик у литовского населения, поскольку приближается зима, а люди, блокирующие Крым, уже нуждаются в теплой одежде. Мы начали гуманитарную акцию. Мы попросили у жителей Литвы перенести теплые вещи, печки, грелки, спальные мешки. И я думаю, в 20-х числах или под конец месяца ноября мы уже приедем с этой гуманитарной помощью. Украинские активисты поздравили Геннадия Афанасьева с днем рождения. Акцию провели в Киеве в поддержку крымчанина, осужденного российским судом на 7 лет лишения свободи, передают Крим Реалії. Дуже важливо було показати, що про нього пам'ятають, його продовжують підтримувати. І друга мета цієї акції, крім просто висловлення підтримки, це поширення послання про те, що треба не забувати про наших заручників в російських тюрмах. Итак, сегодня 51-й день гражданской блокады Крыма. Накануне на пропускном пункте Чаплынка активисты остановили грузовик с электротехническим оборудованием. Отправитель Таврида Электрик, которая прекращает свою работу на полуострове. Детали в сюжете Гульсум Халиловой.
Грузовой автомобиль с электротехническими оборудованиями активисты гражданской блокады Крыма остановили вчера на пропускном пункте Чаплынка. Машина ехала с Севастополя. Отправителем является предприятие «Таврида Электрик». По информации активистов, оно принадлежит севастопольскому губернатору Алексею Чалому. Есть у нас информация, что предприятие принадлежит самозваному мэру города Севастополя по фамилии Чалый. Эту информацию будут проверять правоохранители и будут предпринимать меры государственного реагирования. Водитель грузовика работает на предприятии уже 10 лет. Говорит, «Таврида Электрик» прекращает свою деятельность на полуострове, поэтому все оборудование перевозят на материк. Наше предприятие находится в городе Киеве. А в Днепропетровске у нас находится склад, куда мы сейчас вывозим бывшего как предприятие, или как можно назвать сейчас бывшее. Оно не бывшее, оно есть. Оттуда нас выселяют. Мы сейчас переезжаем сюда, в Украину. Со слов водителя, этот грузовик выехал в среду прошлую из Севастополя. Сюда этот грузовик все время находился уже на нашей территории в буферной зоне. Его наши пограничники и таможенники не пропускали. Сюда уже успел приехать и директор этой фирмы. Но опять же, он человек, представившийся директором. С его слов, они там ликвидируют предприятие, переезжают на материковую Украину с оккупированной территории, потому что им там местные конкуренты перекрыли кислород и велели убираться из Крыма. В ходе проверки выяснилось, у водителя 2 пакета документов, отличаются отправителей и названия предприятий. Тут же вы показываете на территории Украины «Таврида Электрик». Да. С адресом город Севастополь. Почему это так мы... Да, почему 2 так? пакета? Да. Но для вас сделали пакет для Украины фальшивый. Один украинский, один А вы это все русский. показывали? Потому что русские требуют русский документ. Подождите, то, А что на Украине русские там ваши у нас требуют, там это нас вообще мало интересует. Что там русские требуют, нам вообще не интересно. Должно быть все в соответствии с действующим законодательством Украины. Мы в одном пакете видим Севастополь, Россия, отправитель Севастополь, Россия, Филентовское шоссе, Севстрой, сейчас я вам скажу, предприятие Севэнергострой. И второй пакет документов, где отправителем является Таврида Электрик Украина, город Севастополь, Филентовское шоссе, дом 1, дробь 2. То есть подделка документов, ввод в заблуждение органов, правоохранительных органов контроля, которые находятся непосредственно в зоне действия административной границы с Автономной Республики Крым. Сам же водитель этого не отрицает. Говорит, руководство подготовило 2 пакета документов для пересечения границ. Российский. А на украинской? На украинский. Это не секрет, это так все делают. Потому что иначе не выйдешь оттуда. Потому что Россия, они требуют свои документы, не на украинском языке, а на своем языке. А на Украине требуют украинский, на украинском языке. На пропускной пункт Чаплынка приехали представители правоохранительных органов. Активисты передали им пакеты документов для выяснения ситуации. Гульсум Халилова, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Против зама Полонского возбудили уголовное дело. Первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи российской администрации Крыма Сергея Доценко задержали сотрудники Следственного комитета России за использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Ему грозит штраф в размере 80 тысяч рублей. В Севастополе прошел пикет под больницей. Его устроили представители общественности, бывшие пациенты и родственники тех, кто пострадал от некачественных медицинских услуг. Девизом пикета стал лозунг «Восканяна в отставку». Юрий Восканян – начальник департамента здравоохранения российского правительства Севастополя. К его деятельности у горожан и медиков много претензий. Очереди в поликлиниках стали постоянным явлением, а на прием к специалистам не попасть в результате массовых увольнений врачей. Владелец частных крымских зоопарков судится с российской таможней. Об этом написал в своем блоге сам Олег Зубков.
По его словам, в декабре 2014-го он привез в Крым 2 павианов гамадрил. Их подарили немецкие коллеги. Тогда от него не требовали никаких документов. Позже в зоопарк начали наведываться с проверками. Но последней каплей стал штраф на 1 миллион и почти 200 тысяч рублей. Это не первый штраф на крупную сумму к предприятиям Зубкова, который накладывают российские власти Крыма. В Крыму крестьян обязали поставлять продукты в город. В Министерстве промышленной политики российского правительства Крыма сообщили, что за каждым городом полуострова закреплен конкретный сельскохозяйственный регион. Для обеспечения потребительского рынка и поддержания ценовой стабильности в Крыму проводят еженедельные ярмарки выходного дня во всех городах. С начала блокады Крыма ярмарки на полуострове происходят регулярно. Имя крымско-татарского героя соцтруда Энвера Алиева увековечили на мемориальной стелле в Симферополе. В церемонии участвовал первый секретарь Крымского отделения коммунистов России Леонид Грач. Во время выступления Энвер Алиев сказал, что любит много работать, рассказал о детстве, депортации и трудовых достижениях. Что бы там ни говорили те, кто до сегодняшнего дня грабит все то, что создано великим трудом советского народа, выбить и с души, и с памяти этот великий праздник у них не пройдет. В Симферопольском детском саду номер 7 открыли крымско-татарскую группу. Ее посещают 25 воспитанников, 3 из которых из русских семей. Их родители проявили интерес к крымско-татарской культуре. В Меджлисе надеются, это событие станет шагом к формированию толерантного общества Крыма. В Симферополе появились листовки, призывающие общаться на украинском языке. Акцию провели неизвестные ко Дню украинского языка и письменности. Но эти призывы очень быстро убрали сторонники русскоязычного Крыма. В России художник поджег ФСБ. В Москве задержали Петра Павленского за попытку поджога главного входа в здание ФСБ России на Лубянке. Вместе с ним задержали журналистов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Нигину Бероеву. Павленского доставили в отдел полиции по подозрению в совершении мелкого хулиганства. Журналисты поехали в качестве свидетелей, позже их отпустили. Это не первая акция художника. Ранее он отрезал себе мочку уха, зашивал рот и прибивал себя гвоздями к Красной площади. Прорыв информационной блокады устроили оппозиционеры Москвы, передают Крымреалии. По словам организаторов, большинство россиян не обладают достоверной информацией относительно событий в Украине и в Крыму. Эта акция информирует жителей Москвы о реальных событиях. Безусловно, влияние пропаганды очень сильное. Люди считают, что мы там пятая колонна, нацпредатели, бандеровцы, фашисты. И вытравить это очень трудно. Когда человеку 24 часа в сутки, как он включит телевизор, радио или газету, ему промывают мозги, естественно, повторяет все эти лозунги. В центре Киева в музее-квартире Павла Тычины проходит персональная выставка фотографа Константина Потапова из цикла «Крым». Автор представил 10 лучших работ, сделанных во время путешествий по Крымским горам. По словам Константина, каждая фотография – это мгновение, которое уже никогда не повторится. Своими работами автор стремится показать посетителям красоту природы Крыма, которую можно увидеть, прогуливаясь по горным тропам. Представлены 10 фотографий. Они напечатаны на холсте размером 55 на 85 сантиметров. На этих фотографиях изображен горный Крым. Собственно говоря, тропы и различные, будем говорить так, популярные места. То есть все, кто ходил в горы Крыма, в этих местах был. Даже если он их не узнает, гарантированно они там были. И в заключение выпуска новости с-за рубежа. Каталония будет независимой. Парламент Каталонии принял резолюцию, провозглашающую выход провинции из состава Испании. За проголосовали 62 парламентария, против только 10. Год назад в Каталонии прошел референдум о выходе провинции из состава Испании. За независимую Каталонию проголосовало 80%. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.